30 мая в Алхастах решится судьба этого земельного участка на ближайшее время. Впервые за свою историю село принимает участие в рейтинговом голосовании по программе «Комфортная городская среда» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Если жители наберут необходимое количество голосов, то на этом месте появится мини-футбольное поле, о котором так мечтают местные дети. Чуадик хеттер трансполе ост сельское поселение квартала Ханяуч, то есть молодежи от футбола где-то заинтересованы. Бобот трей поле, старое поле трей лозиш, то есть но хабори дик хеттер, кизик на досуге лоз и она футбольное поле, харсер сейрен урок жалче свободное время бахи лозы нокбахц. Голосование пройдет в течение 5 недель с 26 апреля по 30 мая на сайте «Загород Среда РФ». Работа платформы будет устроена следующим образом. После регистрации через госуслуги или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная версия портала. Отдать свой голос смогут все жители, достигшие 14 лет. Перед этим все тонкости предстоящих выборов представители администрации Сунжинского района рассказывают учащимся старших классов Алхастинской школы. Благодаря вот этому голосованию будет отобрана именно общественная территория мини-футбольное поле в сельском поселении Алхасты, то они гарантированно уже в 2022 году получат мини-футбольное поле. Всего от Сунжинского района выставлены на голосование 2 общественные территории. Одна в селе Алхасты, вторая в Берд-Юрте. Мнение всех жителей без исключения будет учитываться и при разработке дизайна будущего проекта. Я считаю, что долг каждого жителя нашего населенного пункта принять участие в данной программе, так как на данный момент у нас есть острая необходимость общественных мест или общественных территорий. Напомню, что за 2 года реализации программы «Комфортная городская среда» в стране благоустроили 11 790 общественных пространств. В Ингушетии в прошлом году проект охватил все 9 муниципалитетов региона. Города, сельские поселения и улицы существенно изменились. Все объекты благоустроили по результатам голосования жителей. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.